Всем привет! В эфире передача «Дом, хозяйство и село». В нашей передаче вы сможете получить исчерпывающую информацию о ведении хозяйства, разведении скота и программах, ориентированных на развитие сельского хозяйства. Передача «Дом, хозяйство и село» предлагает самый доступный на сегодняшний день способ обратиться за помощью в Азиатский кредитный фонд, где не только выделят средства, но и помогут в разработке оптимального бизнес-проекта. Сегодня прилавки магазинов радуют разнообразием экзотических фруктов. Папайя, рамбутан, гуава, чику, кокосовый орех и многое другое. В этой передаче мы расскажем о некоторых из них. В 1886 году на Парижской площади был открыт первый гастрономический бутик. Торговая точка гастронома называлась «Фашонома», стала единственным местом в Европе, где можно было купить экзотические фрукты из Азии и Южной Америки. Так экзотические фрукты и овощи постепенно заняли свое место на прилавках магазинов во всем мире. Среди разнообразных фруктов можно выделить следующие, таких как папайя, рамбутан, гуава, чику, кокосовый орех, ананас, манго, мангустин, цитрусовые, бананы, помело и многое другое. И это далеко не весь перечень. Такие плоды разнообразят рацион, придают яркий вкус любой диете, широко используются во многих программах снижения массы тела. Ученые с большим интересом и усердием изучают состав экзотических плодов. Фрукты обладают бесценным освежающим действием, особенно те, у которых мясистая внутренняя часть. Их употребляют в пищу, когда нужно перекусить на бегу, когда хочется чего-то свежего и экзотического. Экзотические фрукты и овощи завозят в Казахстан из таких стран, как Бразилия, Таиланд, Индия, Китай, Африка, Америка и Египет, а также и другие. Экзотические фрукты – это не только удивительное тропическое наслаждение вкусом, но и замечательные полезные свойства. О некоторых из вкуснейших и здоровых фруктах мы могли бы даже и не слышать. От ягоды ассай до гуавы и папайи, но их можно найти во многих супермаркетах. Узнайте, как можно насладиться этими фруктами, которые богаты витаминами и макроэлементами, и откройте секрет, как эти фрукты могут быть полезны для нашего здоровья. Моим детям очень нравятся экзотические фрукты. Ну, конечно, они фрукты вкусные, а полезны ли они? Поедая заморские фрукты, мы можем не только побаловать себя вкусностями, но и получить при этом изрядный запас витаминов. Овощей, фруктов, особенно фруктов этих, значит, экзотических, которые сейчас вот появляются на нашем рынке. Конечно, можно было бы много говорить. Прежде всего, конечно, эти экзотические фрукты, они также богаты этими витаминами и минеральными веществами, и некоторые даже вот такими часто недостающими факторами, как мы сокращенно говорим, PNG, то есть полиненасыщенные жирные кислоты. Вот особенно у нас сейчас на рынке это вот появились киви, грейпфрут, манго, папайя, авокадо. Экзотические фрукты содержат огромное количество полезных веществ, минералов, витаминов и фруктовые кислоты. Благодаря этому их используют не только в пищу, но и в средствах народной медицины, а экстракты и выжимки в бытовой химии и средствах гигиены. Прежде всего, когда мы говорим о значимости, пищевой значимости этих овощей и фруктов, конечно же, главным образом нас интересует содержание в них вот биологически активных факторов. Вот таковым главным образом в этих овощах и фруктах являются витамины. Есть и другие, конечно, нутриенты, но главное – это
вот, витамины. Употребляя фрукты и овощи каждый день, вы помогаете своему организму быть здоровым. Лучше предотвратить болезнь, чем тратиться на дорогостоящие лекарства. Ешьте на здоровье экзотические фрукты и овощи, но не забывайте, что в принципе все незнакомые нам продукты надо пробовать осторожно, так как возможна резкая аллергическая реакция. Во-первых, необходимо иметь достаточную настороженность по отношению к тем фруктам, которые человек никогда в жизни не употреблял, так как может возникнуть аллергическая реакция. Ну и, естественно, самый распространенный аллерген среди тех фруктов, которые у нас представлены на рынке, это различные виды цитрусовых, такие как начиная от мандарина и апельсинов, и, естественно, помело, грейпфруты и все остальные фрукты. Они являются достаточно сильными аллергенами и, в принципе, не рекомендуются к употреблению у людей с аллергонастроенностью. Например, ананас чудесно влияет на фигуру из-за содержания в нем фермента бромелайна. Он притупляет аппетит, расщепляет белок, способствует тем самым пищеварению и распаду жиров. Киви стимулирует выработку гормонов, которые помогают справляться с избыточным весом. В помело и грейпфруктах много энзима нарингина. Благодаря ему обмен веществ идет энергичнее, лишние калории быстрее сжигаются. Гранаты являются неисчерпаемым ресурсом железа, поэтому их рекомендуют людям, страдающим анемией. При поездках в дальнее зарубежье, в такие страны, как Юго-Восточная Азия, к примеру, Австралия, Индонезия, различные прибрежные курорты и другие подобные страны, там, где есть своеобразная кухня, не рекомендуется употреблять в пищу аутентичную местную кухню сразу же, потому что при добавлении различных специй в определенных комбинациях тоже даже у абсолютно здорового человека может возникнуть аллергическая реакция. Связано это будет, естественно, с тем, что организм всегда будет реагировать с гиперреакцией на незнакомый для него продукт. Причем даже знакомые нам овощи или фрукты, или гарниры, или мясо, они могут быть аллергенами при обработке именно данными специями и своеобразной национальной кухней. Поэтому к этому вопросу тоже необходимо подходить разумно. Естественно, как мы уже говорили по поводу фруктов местных, пробовать сначала понемногу, для того, чтобы организм адаптировался, и очень внимательно прислушиваться к организму, к тому, как он реагирует на данную пищу. Большинство людей считают выращивание экзотических растений довольно авантюрной и увлекательной идеей. Причина заключается в том, что просто очень необычно видеть тропические растения в условиях низкого климата и влажности. Более того, эти растения очень сильно отличаются по форме, структуре, цвету и текстуре от местных растений. Ну, прежде всего, сейчас я знаю, что часто сейчас уже начали употреблять, во всяком случае, в крупных городах, где есть вот на рынке эти, часто начали употреблять киви. Она того и стоит. Киви, оказывается, хороший источник калия, что необходим для нормальной функции сердечно-сосудистой системы. Очень богат вот витамином С, Е, В1, В2. И вот в связи с этим вот часто пишут о том, что имеет большое значение, и даже вот в тех странах, где этот вот киви прорастает, применяется даже в диетотерапии, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, вот, при повышении давления, и с целью профилактики тромбообразования и так далее. Это очень важно. Что касается манго, также вот применяют вот широко с целью профилактики, лечебно-профилактической целью при сердечно-сосудистых заболеваниях.
он также богат этими вышеуказанными витаминами. Грейпфрут также сейчас у нас вот сейчас на рынках много появилось, да. Установлено, что улучшает иммунитет. Иммунитет это, как говорится, самый мощный вот фактор, так сказать, борьбы со всеми вредными факторами, болезнетворными факторами. Также грейпфрут вот улучшает сердечно-сосудистую деятельность. И вот что интересно, еще установлено наукой в отношении грейпфрута, он, оказывается, улучшает действие витамина С. Или вот еще интересно то, что вот этот фрукт папайя, оказывается полезен в деле профилактики жировой инфильтрации печени. А это очень важно. Ну, не только при ожирении, которое тоже является уже проблемой в развитых странах, и, к сожалению, у нас в Казахстане статистика показывает, что ожирение тоже из года в год среди населения учащается. Ну и даже не только при ожирении, и при многих других заболеваниях нарушается функция печени и вызывает, вот, происходит жировая инфильтрация печени. Вот в этом отношении как раз папайя оказывается очень полезной. Это очень важный фактор. Семейство тропических фруктов, мягкие нежные плоды, изобилующие семенами, простираются от кремообразных бананов до восхитительной хурмы. Их нежная мякоть используется для приготовления муссов, мороженого, шарбетов и желе. Ешьте на здоровье экзотические фрукты и овощи, дорогие телезрители. А также не забывайте, что собственноручно выращенные фрукты и овощи – это всегда прибыль и здоровое питание. Обратите внимание, что условия хранения разных экзотических фруктов кардинально отличаются. Если апельсины или мандарины можно хранить при комнатной температуре, то лимон сохраняет свежесть только в холодильнике. Аромат ананаса не должен быть слишком сильным. Если ананас пахнет слишком резко, это говорит о начале процесса брожения. Цвет должен быть желтым. Спелая авокадо мягкая, а на шкурке не должно быть повреждений. Бананы должны быть желтыми, с гладкой матовой шкуркой. Помело – это большие, почти до килограмма зеленые фрукты. По вкусу и запаху они похожи на грейпфрут, но значительно слаще. У спелого плода кожа должна блестеть и быть гладкой, а чтобы выбрать спелый плод авокадо, нужно легко нажать на него. Если он немного мягкий, но упругий, авокадо спелое. Давайте же узнаем, во сколько нам обойдется стандартный фруктовый набор на каждый день. Цены на бананы на рынках города Алматы, а также в супермаркетах варьируются от 30 тенге за штуку. Цены на апельсины от 300 тенге и до 1500 тенге за килограмм. А вот грейпфрукты можно купить от 350 тенге за килограмм. Лайм вы можете купить по ценам от 800 тенге до 3000 тенге за килограмм. А цены на лимоны варьируются от 350 тенге до 1500 тенге за килограмм. Средний фруктовый набор, состоящий из 3 бананов, 1 киви, апельсина, яблока и граната, обойдется вам примерно 800 тенге. Соответственно, в месяц вы потратите на свежие витамины около 24 тысяч тенге. А теперь давайте узнаем, что же думают жители Казахстана о полезных свойствах экзотических фруктов. Я люблю экзотические фрукты. Например, кушаю бананы, они очень полезны. И гранаты. В них содержится множество витаминов, полезных для организма. Особенно хорошо есть их в зимнее время, когда на прилавках нет местных фруктов, а экзотические фрукты в магазинах можно найти всегда. Сегодня мы с вами приготовим из экзотических фруктов салат. Шеф-повар нашего ресторана Дастан Нурлы.
банановый сироп и еще сверху гранатовый сироп. Салат готово, летнее пиво. Достаток в ваших руках, дорогие телезрители. Наверняка каждый из вас может смело завести собственное фермерское хозяйство, иметь подворье, разводить домашних животных.